Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Он был больше, чем политиком, больше, чем абхазом. Отец Виссарион в цикле интервью о первом президенте Абхазии Владиславе Арденбо. 134 миллиона 692 тысячи рублей выделено государством на межведомственную целевую краткосрочную программу развития сельского хозяйства Абхазии на 2025 год. Премьера спектакля в джазе «Только девушки» прошла в Абхазском драмтеатре. Начнем с сообщения службы госбезопасности Абхазии. В результате совместных оперативных действий с сотрудниками ФСБ России и СГБ Абхазии в международном аэропорту Сухум задержан гражданин Российской Федерации. Согласно полученным данным, подозреваемый агент украинской разведки и планировал теракт в аэропорту Сухума, сообщает пресс-служба СГБ. В ходе реализации оперативной информации, полученной от Федеральной службы безопасности России, сотрудниками службы государственной безопасности Республики Абхазия 5 июня 2025 года на территории международного аэропорта Сухум задержан гражданин Российской Федерации 1980 года рождения, инженер строительной компании, осуществляющий деятельность в вышеуказанном аэропорту. Сотрудниками службы госбезопасности проведены оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено, что гражданин России вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ходе которого согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой для дальнейшего проведения диверсионно-террористического акта. Установлено, что задержанный по заданию ГУР Министерства обороны Украины намеревался в июне месяце сего года осуществить теракт на территории международного аэропорта Сухум, который по его замыслу должен был привести к большому количеству жертв. По роду своей деятельности гражданин России имел доступ к инженерному плану аэропорта, который он впоследствии отправил в ГУР Министерства обороны Украины для согласования и реализации теракта, отметив на схеме места возможного закладывания взрывных устройств. Задержанный был доставлен в здание службы государственной безопасности Республики Абхазия, где в ходе опроса подтвердил свои намерения. В марте 2025 года в мессенджере Telegram со мной связался неизвестный, который представился сотрудником ГУР Украины. Он пояснил, что нашел меня в группах антивоенной и антироссийской направленности в сети интернет и предложил совместно бороться с режимом. Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум. Следственным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по статье 274 УК Республики Абхазия «Шпионаж». Окончание реставрационных работ и ввод в эксплуатацию павильона Абхазии обсудили в Москве. Глава МИД Абхазии Олег Барциц поблагодарил мэрию столицы за содействие и выразил уверенность в том, что многолетнее сотрудничество республики с ВДНХ, как главная конгрессно-выставочной площадкой страны, будет только развиваться. Гендиректор ВДНХ Сергей Шагуров отметил высокий уровень мероприятий, которые проводит Международный культурно-деловой центр Абхазии, и подчеркнул значимость появления в комплексе Абхазского павильона. Парламентские вести. Вопросы, связанные с реализацией закона Республики Абхазия о государственном регулировании цен, который был принят в 2011 году, рассмотрели на расширенном заседании Комитета Народного собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Закон устанавливает правовые основы государственной политики в области государственного регулирования цен в Республике Абхазия, сферу применения регулируемых цен, полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование цен, и контроль за порядком применения регулируемых цен, права, обязанности и ответственность хозяйствующих субъектов в области ценообразования. Основная тема касалась регулирования цен органами местного самоуправления. В соответствии с законом органы местного самоуправления регулируют цены на такие виды товаров и услуг, как жилищно-коммунальные услуги, в том числе услуги систем водоснабжения и канализации, вывоз мусора и другое. Присутствовавшие на заседании председатели собраний и другие представители органов местного самоуправления высказали свое мнение по обсуждаемым вопросам.
Делегация парламента Абхазии приняла участие в третьем международном парламентском форуме СНГ «Пушкинские чтения». В нее вошли депутаты Инар Сацба, Левон Галустян, Венори Беби. Вместе с представителями других стран они возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Кроме того, глава делегации Инар Сацба выступил с докладом на пленарном заседании, сообщили в пресс-службе Народного собрания. Владислав Арденбо был больше, чем политиком, больше, чем абхазом, считает иерей Виссарион Апля, председатель Церковного совета Абхазской православной церкви. Телекомпания «Абаза ТВ» продолжает показ цикла телевизионных интервью с политическими соратниками Владислава Арденбо, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, сотрудниками администрации первого президента республики, деятелями культуры. Сегодня в проекте «Отец Виссарион Апля». Он рассказывает о своем знакомстве с Владиславом Григорьевичем. Батюшка, я знаю, что с Владиславом Григорьевичем вы дружны были, и хотел бы узнать вот историю этой дружбы. Когда вы впервые познакомились, какие-то были обстоятельства, и какое было ваше первое впечатление от знакомства с этим человеком? Ну, я знаком с ним позже, я знаком был, дружил с его братом. Были близкие, мы были друзья. И вот через Надара, брата его, вот там Владислав тогда еще был студентом, вот, и вот так вот. Но я увидел в нем, знаете, вот, знатного человека. Вот он всем своим вот таким вот поведением, и даже первая встреча, было видно, что это человек какой-то особенный, знатный. Вот его знатность, и она пригодилась вот для защиты нашей Родины. Было очень сложно доказывать всему советскому политическому бюро, и вообще всей этой ситуации, которой он своим вот этой знатностью, своей честностью и любовью к родине своей, он сумел доказать, что Абхазия это не Грузия. Это было очень сложно, просто архисложно было. И это его ум, это его честь, это его благочестие, чистота. Это очень необходимо каждому человеку, чтобы возглавить и стать во главе народа, как раз его вот эта благочестивость, оно и слава Богу, нам всем оказалось для нас это освобождение нас от тех сил, которые были настолько направлены и лишали нас быть абхазами, чтобы мы стали частью грузинской этноса, и чтобы вообще мы стали частью совершенно другой культуры, другого этноса. Но благодаря его вот этого всего учения, благодаря его стойкости и мужества, вот мы, слава Богу, оказались вот в этой восстановлении абхазского государства, абхазского царства. У него были поступки царские. Вот настолько такие были поступки. Царь это лучший от народа. Он был лучшим от народа. И поступки у него были, знаете, какие вот. Он был решительный. Он принимал решения и знал, какое принимает он решение для того, чтобы защитить этот народ, которому принадлежит он сам. Но когда говоришь слово «царь», у многих бывает такое впечатление, что это те люди, которые наделены властью и зачастую смотрят на простых людей свысока. Была ли в нем такая... Это советская ложь. Это советская... Вот он смотрел на людей свысока или нет? Для него люди это было самое главное. Человеколюбие у него было всегда на высшем уровне. Он проявлял человеколюбие по отношению к своим родственникам, по отношению к... Но самая главная любовь – это была Родина. Это независимость. Смысл его жизни – это была Родина. Поэтому вот это и есть царские поступки. Это не от того, что там он, скажем, был такой религиозный или там... Нет, это просто... Что такое царь? Это лучший. Просто он помазанником был, царь. В церкви помазывался, и благодать Бога нашего, Творца неба и земли, в нем пребывала. Поэтому называли царями. Монархия, да, скажем, это с Богом, с народом, и быть защитником этого народа, которому принадлежишь ты сам. Любовь к Отечеству, любовь к небесному Отечеству, любовь к людям. Вот человеколюбие, это необходимо. Чтобы стать во главе народа, надо так любить народ, чтобы ни один волос его головы не упал.
Интервью с отцом Виссарионом смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Судьбу многих людей мы не знаем, они пропали без вести. Так вспоминает в интервью московскому комсомольцу обмен пленными в ходе Отечественной войны народа Абхазии известный общественный деятель Абхазии, академик Российской муниципальной академии Беслан Кубахи, который тогда возглавлял комиссию по делам военнопленных и защите прав гражданского населения. В минувшую субботу по вине Киева не состоялась акция по передаче тел украинских военных и обмен пленными. Российская сторона доставила к месту обмена 1212 тел солдат ВСУ, однако украинская за ними не явилась. Проблема обмена пленными и телами погибших неизбежно возникает на любой войне, пишет МК. Это деликатная работа. Люди, которые ею занимаются, должны обладать мужеством и дипломатическим талантом. Мы расскажем, как это делалось во время войны в Абхазии в начале 90-х годов. Мы поговорили с Бесланом Кубахи о работе комиссии во время войны, о проблемах и трудностях, с которыми приходилось сталкиваться. Интервью Беслана Кубахи московскому комсомольцу читайте на страницах издания. Из зала суда Давида Гуля, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 10 годам лишения свободы. Авария произошла 8 июля 2024 года в Верхней Шере. Автомобиль под управлением Гуля, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Погибли 3 человека, еще один получил тяжкие телесные повреждения. Сухумский горсуд приговорил Давида Гуля к отбыванию наказания в колонии общего режима. После освобождения он будет лишен права на управление транспортом на 3 года, сообщили в Генпрокуратуре Абхазии. Заседание городского суда по иску журналиста Низ Фаржба к службе госбезопасности Абхазии о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда в очередной раз было отложено. Причина – нерешенный вопрос с адвокатом ответчика. Изначально в дело вступил адвокат Инга Габилая, но ни в одном из заседаний процесса участие не приняла. 3 раза заседания откладывались, затем произошла замена адвоката, но документально это подтверждено не было. Поэтому начало процесса отложили вновь, теперь до среды, 11 июня. Напомним, что судебный процесс по защите чести и достоинства журналиста никак не может начаться с 11 апреля. Также Низ Фаржба требует у службы государственной безопасности Абхазии компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Пресечена контрабанда табачной продукции на 7 миллионов рублей. Сочинские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли ввоз в Россию партии контрабандных сигарет. В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий в пункте пропуска «Адлер» был задержан автомобиль Volkswagen, прибывший из Республики Абхазия. Через границу пытались незаконно переместить 105 коробок, в которых находилось 52 500 пачек сигарет, произведенных на территории Абхазии. Согласно экспертизе, стоимость всей партии табачных изделий составила более 7 миллионов рублей. Сигареты и автомобиль, использованные для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено уголовное дело. С 16 июня по 2 июля пройдет прием заявок на участие в программе поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году при совместном финансировании Абхазии и России бюджет программы составляет 326 миллионов рублей. Кто может принять участие и получить до 2 миллионов рублей на развитие бизнеса, в репортаже Надежды Боровиковой. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии действует с 2022 года. В начале на реализацию программы выделялось по 50 миллионов рублей в год. В прошлом году бюджет увеличили до 100 миллионов, а в этом абхазская часть программы составила 200 миллионов рублей. В данной программе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Абхазия. Им будет предоставляться субсидия на возмещение части затрат на приобретение оборудования.
оборудования. Общая сумма финансирования, общий бюджет программы составляет 326 миллионов рублей. Из них 126 миллионов рублей – это помощь Российской Федерации в предоставлении государственного финансового содействия предпринимателям Республики Абхазия в целях реализации, в целях усовершенствования, реализации, повышения экономической эффективности малого и среднего предпринимательства. Увеличился не только бюджет программы, но и процент компенсируемых средств. В предыдущие годы предприниматель мог рассчитывать на 50%, в отдельных случаях на 80% компенсации. В этом году государство покроет 90% затрат на оборудование. Предельная стоимость инвестпроекта – 2 миллиона рублей, то есть максимальный размер поддержки государства – 1 800 000. Участником программы может стать предприниматель, не получавший государственную помощь в рамках других программ поддержки, состоящий на налоговом учете в Абхазии с объемом выручки, не превышающим 40 миллионов в год, без задолженности и кредитных обязательств перед бюджетом республики. Кроме того, финансирование выделяют только представителям определенных сфер деятельности. Субсидии предоставляются при реализации программы в сфере ремесленничества и народный промысел, общественное питание, промышленность и услуги в рамках классификатора экономической деятельности по АКВЭД. Это производство пищевых продуктов, напитков, ковка, производство одежды, производство изделий из древесины и так далее. И туризм в части создания объекта, средств размещения и укомплектования средств размещения. Впервые в этом году программа финансируется совместно Россией и Абхазией. До этого в разные годы на поддержку абхазских предпринимателей выделялось финансирование из средств инвестпрограммы. Но так как существует ведомственная программа Министерства экономики Абхазии, для удобства администрирования два бюджета решили объединить в одной программе. Программой в этом году предусмотрены два механизма предоставления государственной финансовой помощи. Первый механизм – это единовременная выплата. Что имеется в виду? Это предоставление субсидий участнику после проведения отбора в объеме 90% от стоимости приобретаемого оборудования. Второй момент – это предоставление субсидий по частям. То есть 50% от расходов после проведения отбора и 40% от расходов после подтверждения участникам получения оборудования. В принципе, разницы как таковой не будет. На выходе, получается, участнику будет предоставлена одинаковая сумма субсидий. 90% на 10. 10% это свои собственные вложения, 90% это поддержка от государства в виде субсидий. Механизмы отличаются из-за того, что на получение субсидий из российской части программы есть ряд дополнительных требований, например, чтобы оборудование было российского производства. Подать заявку на участие можно на сайте Министерства экономики Абхазии. Была создана такая упрощенная форма заполнения заявки на проект. Это все будет предоставлено на сайте. Предпринимателям не нужно будет думать, искать, где же мне написать проект, кого же мне найти для написания. Все это будет как пример анкеты. По консультации обращаться в Министерство экономики они могут, Полокоба 21, 3 этаж, 307 кабинет, и государственное учреждение при Министерстве экономики, Государственное инвестиционное агентство Республики Абхазия, также их проконсультируют от А до Я. За отбор проектов отвечает межведомственная комиссия под руководством министра экономики Абхазии Теймураза Меквабия. Приоритетными станут заявки из районов с наименьшим уровнем социально-экономического развития. Кроме того, будет учитываться количество рабочих мест, генерируемых инвестпроектом, объем ожидаемых налоговых выплат и размер среднемесячной зарплаты сотрудников. Заявки будут принимать с 16 июня по 2 июля. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. 134 миллиона 692 тысячи рублей выделено государством на межведомственную целевую краткосрочную программу развития сельского хозяйства Абхазии на 2025 год. Решением конкурсной комиссии под председательством министра сельского хозяйства Беслана Джопо выбрано 335 проектов по всей республике. О том, как проходил отбор, какие направления в сельском хозяйстве самые востребованные, как будет осуществляться контроль над реализацией проектов, расскажет Анастасия Никонова.
В 2021 году впервые была реализована межведомственная целевая программа развития сельского хозяйства Абхазии. Очередной этап программы стартовал в начале 2025 года. За несколько месяцев абхазскими фермерами было подано 487 заявок, из которых решением конкурсной комиссии под председательством министра сельского хозяйства Беслана Джопова выбрано 335 по всей республике. На этот год программой предусмотрено в целом 150 миллионов, но конкретно на реализацию, на поддержку проектов по фермерских хозяйств предусмотрено 130 миллионов рублей. Почему? Потому что 10 миллионов у нас направлено на защиту растений, на проведение мероприятий по защите растений, приобретение ядохимикатов и, соответственно, на вот такие необходимые расходы, связанные с весенне-полевыми работами и другими работами. В соответствии с постановлением по распоряжению премьер-министра создана межведомственная комиссия, в которую входят представители администрации президента, кабинета министров, Министерства экономики, Министерства финансов, депутат от парламента Народного собрания Республики Абхазия и, соответственно, сотрудники министерства профильные, а также представители управления сельского хозяйства Очимчирского и Гудаутского районов. И каждая рабочая группа была, командирована в определенный район. Там какая-то рабочая группа в Гагрский, в Ткварчельский, Очимчирский, Гудаутский. И по такому принципу рабочие группы стали изучать проекты. Количество проектов в районах республики разнится. Больше всего заявок одобрено в Очимчирском районе – 157 проектов. Меньше всего в Гагре – их 7. Смотрели, в первую очередь, комиссия обращала внимание на возможность реализации данного проекта, целесообразность данного проекта. И в то же время, естественно, учитывались и все остальные тоже моменты. Много заявок и со стороны многодетных семей было, малоимущих семей, ветеранов войны. То есть эти аспекты тоже комиссия учитывались. Но в первую очередь комиссия отбирала по принципу целесообразности самого проекта. Нам нужен на выходе результат от того проекта, который мы будем, поддерживать. Такие направления – это растениеводство, то есть в основном это многолетние насаждения, очень популярны. Кстати, 40% из всех поданных проектов – это, закладка цитрусовых плантаций, причем ранних сортов. Что и типично для нас, и перспективно. Это растениеводство, одно из направлений, животноводство, в части животноводства тоже частично, то есть пчеловодство, птицеводство, то есть крупнорогатый скот и мелкорогатый скот в этом году мы не закупаем. Мы имеем определенную практику, сталкивались с определенными трудностями. Приобретение средств, это третье направление, приобретение средств малой механизации, то есть это для тех хозяйств, которые ведут хозяйственную деятельность, выращивают сельскохозяйственные культуры, но мало оснащены или слабо оснащены сельскохозяйственной техникой. Сейчас этап согласования с обладателями господдержки производства товаров и материалов, отметил Тавас Ачба. В первую очередь будут реализовываться пчеловодческие проекты. В первую очередь мы сейчас будем закупать пчелосемей для того, чтобы поддержать именно пчеловодов, потому что в сезонном порядке это сейчас необходимо. Даже мы немножко с опозданием идем, это уже не от нас зависит, но тем не менее, это у нас сейчас первоочередной этап. Вторым этапом мы начнем, на тех участках, где необходимо провести какие-то работы по очистке, их, соответственно, проводить, для того, чтобы к осени мы уже могли завести саженцы, и осенью участники программы имели возможность уже приступить к закладке своих садов. Комиссия данной программы ведет строгий контроль проектов и следит за их реализацией до и после старта, отмечает Тавас Ачба. Мы ездим прямо на объекты, у нас есть календарный план работ, мы знаем, какие мероприятия, когда должны были быть проведены, тем более, если мы передали основные средства, саженцы, то есть участники финансовые средства на руки не получают. Мы сами им
покупаем товары и передаем. Соответственно, и за качество мы сами несем ответственность. Разные ситуации бывают, допустим, нам товар не очень нравится, мы его меняем, просим поставщика поменять. То есть мы также заинтересованы в том, чтобы проекты были полностью реализованы. Развитие сельского хозяйства и появление рабочих мест в селах будет способствовать сохранению самих сел республики и уменьшит отток сельского населения в города, уверены специалисты. Важно, что на прилавках абхазских магазинов в свободной продаже для жителей и гостей республики появилась продукция обладателей господдержки – абхазская аджика, компоты, сухофрукты и другие продукты. Один из проектов – это Кутольский проект по производству чая. Мы их также поддерживали, очень перспективные проекты. Кстати, перспективные и интересные проекты получаются по розливу вина, то есть по закладке виноградников. Реализация межведомственной целевой программы развития сельского хозяйства Абхазии будет проходить поэтапно в течение всего 2025 года. За процессом будет следить как конкурсная комиссия, так и наш телеканал. Анастасия Никонова, Сосракуа Гухава, Абаза ТВ. Министр здравоохранения Эдуард Будба, участвующий в Сочи в международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Стороны обсудили круг вопросов, касающихся эпидемиологической безопасности в Абхазии в курортный сезон, а также наметили предварительный план взаимодействия на 2025 год. Во встрече также участвовала главврач Республиканской СС Алла Беляева. Проблема несанкционированных свалок остро стоит в Сухуми, заявил начальник УГХ администрации столицы Руслан Авицба на заседании Горсобрания. Туристический сезон мы вывозим порядка 1300-1400 кубов ежесуточно из города. Значит, для усиления работы совсем недавно были приобретены 4 единицы мусорособирающей техники. Это 2 мусоровоза на базе шасси КАМАЗ и 2 на базе газонный Next. Они значительно усилят работу по вывозу мусора с города. Значит, хотелось бы обратить внимание на то, что у нас очень остро стоит проблема с несанкционированными свалками, в частности, что люди, несмотря на то, что мы обращались и через СМИ, и через сети в интернете, к людям, жителям нашим, чтобы они давали контактные телефоны, чтобы они знали, куда можно было обратиться, потому что, понятно, что не каждый может себе, да и в принципе нет надобности, допустим, если что-то там небольшое количество крупногабаритного мусора, там матрас, диван, холодильник, сейчас из этого контейнера заказывать нет смысла. То есть есть определенный телефон, можно позвонить, приедет машина, заберет, и это не будет являться таким хаотическим выбросом мусора. Но, тем не менее, сознательность наших граждан представляет желать лучшего, поэтому они не успеваем убирать, в частности, вот пример, знаете, там Кривой дом, Имама Шамиля, постоянно оба убрались, сразу соседи. И камеры стоят, и предупреждения, и вызывали, и, в общем, дорога не дело доходит, и дом управления подключается, но, честно говоря, с точки зрения санкций у нас очень сильно завязаны руки, поэтому сегодня разговаривал с нашим юристом администрации. Если мы выйдем на госсобрание с инициативой об утверждении для рассмотрения на постоянно действующей комиссии, которая будет создаваться административных штрафов, которые мы туда сами утвердить у себя на месте, то я думаю, что ситуация в этом плане начнет немножко значительно улучшаться. Тарифы по дератизации и дезинсекции в Сухуми будут повышены. Депутаты Горсобрания приняли такое решение, рассмотрев письмо главного врача санэпидемслужбы Сухуми Лидии Куранусовой. Повышение тарифов связано с ростом цен на химикаты, которые используют в дератизации и дезинсекции. Туризм и рейтинги. Абхазия вошла в топ-5 самых популярных направлений для горящих туров в июне. Средняя скидка на туры в республику составляет 18%. Скидка на самый выгодный с вылетом из Санкт-Петербурга достигает 25%, следует из данных сервиса «Турвизор», на который ссылается РИА Новости. 17 тысяч пассажиров
перевезла Диаскури за первый месяц курсирования в Республику Абхазию. Современный российский 4-вагонный электропоезд совершил первый регулярный рейс в страну 1 мая. Благодаря совместной работе РУП АЖД и акционерному обществу РЖД, а также улучшению инфраструктуры Абхазской железной дороги за последние 3 года в республику начали курсировать 3 новых пассажирских поезда. Электропоезд «Ласточка», туристический поезд «Рица» и электропоезд «Диаскурия». Развитие сотрудничества в сфере туризма между Абхазией и Крымом, налаживание долгосрочных связей обсудили глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуас, зампредседателя Совета министров Крыма, постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым. Абхазские и российские археологи продолжат раскопки в селе Маркул Ачимчирского района, рассказал в интервью «Радио Спутник» сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева. Уже больше 10 лет археологи работают на Маркулском городище. Каждое лето приносят новые находки: фрагменты посуды, украшения, детали оружия, предметы быта жизни людей, живших здесь в раннем Средневековье. У нас пока нет глубоко разработанных местных археологических материалов, нет письменных источников, меньше накопленного опыта. Исследования еще молодые, поэтому сейчас особенно важно, что мы можем сопоставлять местную керамику с античной. Это дает нам шанс выстроить более цельную картину и заложить основу для будущих исследований, отметила Требелева. Премьера спектакля «В джазе только девушки» прошла в Абхазском драмтеатре. У режиссера Мадина Аргун и прекрасного актерского ансамбля получился смешной и добрый спектакль-праздник. Перенестись в 20-30-е годы 20 века помогли точные световые и звуковые акценты, известные джазовые стандарты и костюмы. Фаина Матова побывала на премьере и поделится впечатлениями. Артамшқәа Аԥсуа драматеатр ахыбраҿы Билли Уайлдер икино мотив ала аԥсшәахь еиҭаганы ахәаԥшцәа ирыдгалан аџьаз иалоу аҭыԥҳацәа захьӡу аспектакль. Ари арепетициақәа ҳарчнацы аныҟәарадагьы аҩрагьы ҳашьцылеит. Ҳдырҵеит. Арежиссиор иааҳлырҵеит зегьы. Убри аҟара ҽеиҭак рыҟоуп, аамҭала иахьӡаӡом, аамҭа зынӡа имаҷны ирымоуп азыҳәан, абри аполисақәа рҿы иахьӡои односторонние движения ҳашырҳәо еиԥш иҟоумҵар, рыхԥша иақәшәаз даман ицеит. Хәмарла, лафла аинтервиу ҳазцоз актерцәа аԥхьаҟа асценаҿы убасҵәҟьа акәын дара рхымҩаԥгашьагьы шымҩаԥысуаз. Акыр ианааланы рроль нарыгӡон. Хымԥада урҭ дара иахьынӡартәыртәыз ҳбаратәы ҳаҟан. Ирыдаҳгылоит иахьа аџьаз. Аԥсуа изааигәам абантәажәгеи. Аԥсуа иаша уҳәозар зегьы изааигәоуп гәаныла. Аҟазара зло идагьы аԥсуа зегьы алаф шырҳәоз иҵарын даара убри аҟнытә алафгьы алоуп, зегьы алоуп, иауҭаху зегьы амала иаҳа ишԥасҳәари, ахәмарра цәгьоуп акомедиа усгьы ижәдыруеит хымԥада.
трагедия хашсила хитаб свазиги трагедия бихаму брекн хочет получить схаша халхан режиссер Мадина бас халал галит. А спектакль «Аԥсшәахьа еиҭаигеит Аԥсуа театр», актер Даур Арухан, а режиссер Мадина Аргун, а декорация аиқәыршәараҿы аус иуит Гари Дачиа. Ашәҵатәы асахьаҭыхҩы Диана Дапуа-ԥҳа, ақәыргылаҩ абалетмеистер Ерик Ҭырқьба, алашара асахьаҭыхҩы Михаил Манџьгаладзе. Џьо ироль наигӡеит Алхас Ферзба. Џьери ироль Миха Цкуа. Душечка Хибла Мукба. Ахазар усиҟоуп, асценала ахызар наса режиссори ҳадигало убри ҳазхәыцны насари спектакльуп убри аҟнытә уацәшәозар иариҩыза аҟазара алумхроуп ҳәа сгәы иаанагоит. Сарчамаӡак асыртоцын студентыз Снегурочка Брурсхма. Акомедиа аџьаз иалоу ҭыԥҳацәоуп афырхацәа хадақәа амузыкантцәа Џьои Џьери Чикаго аԥсҭазааратә цәқәырԥа иахьынӡарылшо иаиааиртә амҩақәа ирышьҭоуп. Хымԥада иагьрылдыршар ауан, аха убри аамҭазы уаҟа аҳра зуаз амафиа рымчхаразы арҭ арԥарцәа рыԥсҭазаара ашәарҭара иҭагылеит. Ус дара ирыӡбеит аҭыԥҳацәа рыла ишьақәгылаз аџьазтә оркестр аҿы рҽаларыӡҩарц. Ахазар злоу уаҩы артистцәа зегьы ус иҳадыргало ҟаҳҵароуп, изныҟә актерс зыҟагьы. Имариамыз арԥарцәа рзы ахныҟәгашьа уаҟа имҩаԥысуаз апроцессқәа зегьы ижәбар шәылшоит Аԥсуа театр ишәыднагало акомедиатә спектакль аџьаз иалоу ҭыԥҳацәоуп аҿы. Фаина Матуа-ԥҳа, Инала Гәыха, Абаза-каналазы. Русский театр драмы имени Фазилия Искандера представит 23 июня на сцене Зимнего театра города Сочи комедию «Примадонны». Это наши долгожданные гастроли в Сочи. Мы очень ждем встречи с сочинской публикой, сказал гендиректор театра Ираклий Хинба. «Примадонны» — это искрометная комедия о двух актерах, решивших сыграть отчаянное представление ради наследства. Рауль Ковы признан лучшим актером на 12-м Забайкальском международном кинофестивале в Чите, сообщает информационное агентство «Чита Медиа». Приз за лучший сценарий, а также приз зрительских симпатий получил фильм «Мужчина и женщина», автор сценария, режиссер Владимир Кот, Россия. Лучшим актером был назван Рауль Ковы, сыгравший в фильме «Последняя цена» режиссера Наура Гармелия. В Абхазии прошел автопробег «Связь времен, связь поколений», приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторами патриотической акции выступили Госкомитет по делам молодежи и спорта, Совет старейшин Абхазии, Ассоциация по правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Подробности в репортаже Заура Кварча. Автопробег стартовал от железнодорожной станции Кумов-Сухуми и проходил через Новый Афон, Гудауту и Гагру. По пути участники возлагали цветы к мемориалам воинам, павшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Цель акции – сохранить историческую правду, передать память о подвиге предков молодежи и укрепить связь между поколениями. В Абхазии всегда чтили старших людей. И сегодня мы еще раз напомнили о том, что происходило, происходит, что Великая Отечественная война, 80 лет, что 32 года в этом году исполняется как нашей войне народа Абхазии. У нас много праздников в этом году. Это очень серьезная акция, и мы ее думаем продолжать, сделать ее традиционной. В завершении автопробега в Гагре на площади Нарта состоялся митинг памяти. К участникам обратились ветераны, общественные деятели и представители старшего поколения.
أبخى حنكريا أيزحرة قلوت أكشب خضرة رتفخات أبسلام أجخات أيرة رتفخات يخبي حنقرة ماشين الله حنقرة زسكو بريوب بشالة نقونا ترى يخبي حجرة ترى وما قال إزكتو برت أتشخصك خير محزي حبتها أبرتريز شرب وبريزها أنشق أمتات مشيرلي يتخذوا أي بشرك يتخذ هاستا يرتشخيت حرحزوح دي خدو بخادو يخبي أي مدريق وجه أجاري بجارة بياش قصلي يقو أبرقتي ري مدركوا рейцажерер, потоюкцера, иха абриевшему мероприятие дара хатырску дара цикзму хай пхедзоп хай спхедзоцера. В акции приняли участие студенты экономического факультета АГУ, а также представители автоклуба «Альфард Клуб Абхазия». По словам участников, подобные инициативы объединяют и формируют ответственное отношение к истории. Великая Отечественная война и Отечественная война народа Абхазии – это не просто страница истории, это связь поколений, и участие молодежи в данных мероприятиях помогает сохранить связь поколений, понять, через какие трудности прошли наши предки и осознать цену победы. Это воспитывает уважение к прошлому, а также вызывает чувство благодарности и ответственность за будущее. Организаторы надеются, что автопробег станет доброй традицией и будет ежегодно напоминать о важности сохранения исторической памяти. Заур Кварча, Хамида Цимцба, Дамир Гонджуа, Беслан Ампар, Абазатовы. Спортивный анонс. С 12 по 15 июня в Сухуми на площади перед Абхазским драмтеатром будет проводиться открытый международный турнир по тайскому боксу. Кубок Георгия Победоносца, сообщает Госкомспорт Республики Абхазия. Соревнования посвящены 80-летию Великой Победы. На татами выйдут спортсмены различных возрастных категорий от 10 до 40 лет. Торжественное открытие 12 июня в 19:00. Уже в полдень начнутся предварительные поединки, которые зададут тон напряженной борьбе за кубок. Новую спортивную площадку открыли в Очимчире. Как сообщает «Спутник Абхазии», в церемонии принял участие вице-премьер Тараш Хагба. Площадка многофункциональная, на ней можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, есть и зона воркаута. Площадка строилась с нуля, раньше на этом месте ничего не было, рассказал глава УКС Демир Гамисони. Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем. Всего их будет 12, 8 в Сухуми, 2 в Ткварчале, по 1 в Очимчире и Гале. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 11 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление понижено, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27. Температура морской воды плюс 19. Волнение морской воды слабое умеренное, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.